чуть-чуть возмущен. Последнюю вот эту неделю последнюю в сети появилось видео Сыймых Джипакеев, экс-сотрудник прокуратуры, который перечисляет всех коррупционеров. Честно, я в шоке. Я не знал, что у бывших чиновников может быть по 150 квартир, по 22 особняка. Я в шоке. И я в шоке от того, что находятся в сети люди, которые начинают защищать данных граждан, чиновников, которые нещадно воровали, получается. А представьте, это вот он один факт Джумалиева, да, вот я не знаю, там, что у них за терки или еще что-то, но он очень грамотно разложил. Я знал, что это богатый человек, но я не знал, что татан у него там, гектарами земли, там, зданий очень много по городу. Ну, про бизнес в Алмате, про вот это все. Я знал, да, еще, я знал, там, целый университет у него медицинский какой-то там, около 500 студентов в гостинице у него живут. Как бы про это все знал, ну, Сыймых Джипакеев молодец. И сейчас вот, сегодня смотрю интернет, там про Сыймыка написали, что у него, он по заграницам ездит и фотографии выставили. Как сотрудник прокуратуры может ездить по заграницам? Елки-палки. Сравните хотя бы из 22 особняков и 150 квартир. Просто один особняк сфотайте. Там не то, что поездки Сыймыха, там, мне кажется, пол Бишкека сможет за границу съездить. О чем вы говорите, уважаемые фейсбукчане? Как вы можете приводить в пример поездку Сыймыха куда-то за границу, его фотографию, и особняки, которые по городу? И ведь, что огорчает, что Джумалиев это один из тех, которых там показал Сыймых Джипакеев, да, а таких десятки, сотни. Вы представьте себе, сотни таких чиновников, которые как паразиты высасывали нашу экономику, наши деньги, кредиты. Ведь коррупция это раковая опухоль. Если ее не срезать, она поразит все общество, все государственные структуры. Она уже поразила. И наше государство уже безнадежно. Уважаемый президент, вы обещали бороться с коррупцией, вы обещали, красиво говорили, что придя, вы всех заставите вернуть награбленное. Ни одного факта не видел. Ни одного факта. Да, вы посадили очень много людей, которые там связаны с коррупцией были или около ходили, но не всех получается, а только верхушку. И я призываю вас начать показать порку с таких людей, которые миллиардами грабили и посадили нас в такую лужу, да? Как бы я не знаю, да, не могу никого обвинять, но думаю, стоит проверить, потому что общество уже все услышало, и проверка должна быть жесткой. И если проверка будет жесткой, то, думаю, нужно наказывать, доказывать таких людей, которые проворовались, которые очень много лишили граждан нашей республики на безбедное, просто на счастливое будущее. Или народ сам начнет наказывать. Ведь всем все известно. Все просто молчат. А если народ начнет сам, это будет ужасно.
пожалуйста, уважаемые фейсбукчане, будьте объективными, да, мне, честно говоря, смешно. Сымых, да, вот это, Чепыкеев, да, его командировки, может быть, он в командировке ездил и фотографировался. Выставлять все это и говорить, на какие бабки он ездил, это абсурд. Это абсурд. Это смешно. Ну, давайте будем фотать особняки чиновников и будем вот говорить, сколько стоит, кому принадлежит. Потому что, посмотрите, машины по 100 тысяч долларов, особняки по $1 миллион. Как чиновники могли это вообще такое себе позволить? Да никак. Никак не могли себе такое позволить. Это как Сымых Чепыкеев сказал, это коррупция. Ассаламу алейкум, туугандар. Чын айтсам, азыр жоюм кайнап атат. Көзүмдү камап, спокойно айткандай болоюн. Кыргызстан азыр реанимацияда жатат да, мындай айткандачы, экономический реанимацияда жатат. Ар бир тараптан кан соргучтар соруп, жанын койбой, мындай эртең биз күнү комага жаткызып, анан вообще акы дүйнөгө кетикчилей болуп турушат да. Ошон үчүн мен азыр айтат элем силерге, эл журт. Курманжан Датхан Ханшабыздын сөзүн эстейлик. Качан кыргыз төшөктө жатып өлчүлө. Эр жигиттин жаны, найзанын учунда. Мен өзүм үчүн айтайын. Мен даярмын кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн башымды сайганга. Мага окшогондор Сымыр, Максат Мамыткан, Канат Хасанов сайганатышат. Сайдалы керек болсочу. Мен ошон үчүн чоң азатка аттандым. Мен аз айтайын. Мен Асакеев Рахат чоң азатка аттандым мен. Ошон үчүн силер даяр болсоңор, биз менен чогуу болсоңор аттангыла. Жүрөгүбүздү революция кылалык. Эки революция кылдык болду. Эми жүрөгүбүздү, башыбызда революция кылалык. Кой, акылыбыз менен жумушубузду кылалык да. Ошон үчүн мен силерге суранат элем. Эл журт, акыл менен жүрөгүбүздү ойготуп, кандай десем, ушу кошуна болуп уктап калган кишилерди ойготуп болду. Жетет. Эми болсо бир мушту менен жумушубузду кылалык. Бир агым менен агып кеткендей бололук. Мен ошон үчүн силерди чакырат элем. Чоң казап, флешмоб ким кошулса айткыла. Мен фамилияңарды айткыла. Баланчаев. Мен чоң казапка аттандым, мага окшоп эле. Фамилияңарды айткыла да. Ошентип чоң казапка аттандым. Биз менен кошулсаңар, биз менен бирге болсоңор. Ошон үчүн мен силерди суранат элем. Баштайлык флешмобду. Баштайлык. Элдин сүйүн көсүн булар, уруулар. Көсүн да.